Жестокий правитель или великий государственный деятель? О том, кем был Аттила, сложено много легенд. В Чувашском театре оперы и балета готовят постановку об этом полководце. Сегодня создатели спектакля приоткрыли занавес для журналистов. На пресс-конференции побывала Ирина Ромадова. Балет «Аттила. Рождение легенды» театр оперы и балета позиционирует как мировую премьеру, большое событие, которое должно войти в историю. Рождение легенды Аттила – это, конечно, новость и для города, для творческих людей, для любителей классики, конечно, это большое событие. Аттила – это персонаж, который связан с нашими корнями, с корнями всего Поволжья, всех народов Поволжья, но не только. Этот персонаж связан с историей половины Европы. Эта тема интересна в Поволжье, эта тема интересна в России, эта тема интересна в Китае, эта тема интересна, естественно, в Европе, поскольку Аттила, как завоеватель, он построил огромную империю. Кроме Аттилы на сцене появятся и другие исторические персонажи. Например, римский полководец Флавий Аэций и его легионеры, а также войско гуннов. Но будут и мифические персонажи. Живет река времени Адал. Спектакль создавался с нуля. Сначала сюжет, потом музыка, хореография, сценическое оформление. В постановке занята вся балетная труппа, но хореограф считает, что и этого мало. Мы не так многочисленны, как хотелось бы. Для такого масштабного спектакля, для такой очень мощной темы. Конечно, мне состава 45 человек для решения неких творческих задач на сцене не хватает. Ну, всегда можно что-то придумать, как-то решить этот вопрос по-другому. Однако в отношении какого-то технической нагрузки для труппы это, должен вам сказать, предел возможностей. Музыку к спектаклю написал чувашский композитор Андрей Галкин. Для него, как и для всей группы, это пока одна из самых серьезных работ в творческой биографии. Создатели нового спектакля обещают, зрители, которые придут на премьеру, получат мощный заряд энергии. Ирина Ромадова, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.